О том, чем сегодня живет Пицунда, каковы основные итоги уходящего 2023 года с точки зрения проделанной местными властями работы, каковы текущие задачи и планы на новый 2024 год, обсудим с первым заместителем главы администрации города Пицунда Даутом Варданя. Здравствуйте, Даут. Здравствуйте, Бела. Итак, если говорить с точки зрения того, что завершается 2023 год, действительно есть наверняка о чем вспомнить. Какие основные итоги или какие основные задачи получилось выполнить? Что вы считаете своим достижением, например, достижением местных властей? Вспоминая уходящий год, хочется отметить совместную работу администрации города Пицунда, районную администрацию и ближайшего села Уза. Совместная работа, проделанная в связи с стихийным бедствием, которое на нас обрушилось. Это наводнение, а затем еще и шторм сейчас недавно. Хотелось бы отметить, что администрации всех городов и сел моментально отреагировали и хорошо справились с этой непредвиденной задачей. Было множество сил потрачено на это. Администрация района выплатила более 60 миллионов рублей пострадавшим. Всем по возможности помогли. И администрация города Пицунда непосредственно занималась у нас район птицефабрики, бывшей птицефабрики, мы его сейчас так называем, он у нас больше всего пострадал от этого наводнения. И весь мы упор сделали на тот район. Там была проблема с электричеством. Мы в кратчайшие сроки по возможности совместно с Черноморэнерго, филиалом Черноморэнерго Гагарского района, восстановили подачу электричества и дали людям энергию. Затем эти работы начали продолжаться, и мы провели работу по очистке каналов, который Подгорный канал, это главная артерия, которая ведет все реки, все потоки воды с наших малых гор в море. Мы продолжили работу и совершенно недавно закончили расчистку этих каналов, и вода теперь беспрепятственно уходит в море. Всем ли уже пострадавшим выплачена какая-то компенсация? И какую помощь вы оказывали населению? С какой точки зрения вы имели в виду помощь? Какую-то хозяйственную? Да, естественно, МУП, и городской МУП, и районный МУП. Мы подвозили спецтехнику определенную, или вывоз мусора, или расчистка, уборка по силе, насколько наши возможности позволяют, и всем оказывали посильную помощь. В принципе, постарались так, чтобы никого не обидеть и никого не обделить. Сегодня уже практически всем выплатили финансовую помощь. Может, определенные конкретные единицы остались, но это надо будет уточнить. Но скорее, я знаю, по последним данным, уже вопрос с выплатами и материальной помощью был закрыт. Угу. Сейчас, после того, как эти каналы, о которых вы говорили, уже расчищены, то есть вода может уходить свободно, как вы рассчитываете, будут ли такие наводнения в случае каких-то природных катаклизмов опять происходить, или все-таки это как-то сможет помочь? Что там говорят ученые, специалисты ваши? Мы привлекали и поднимали архивы, все, которые говорят о том о тех или иных данных, касающихся нашей мелиорации. Нигде мы не нашли, и по словам людей, старожилов, никогда такого наводнения не было. Да, конечно, то, что мы сегодня проделали работу, она повлияет на то, чтобы минимизировать, скажем так, ущерб от такого природного воздействия. Но это ведь не приугадаешь, это природа, и поэтому сказать, чтобы мы полностью уходим от этой проблемы, если, не дай бог, когда-нибудь будет такое же наводнение, я, к сожалению,
не могу. Ну, понятно, природная стихия – это то, что плохо поддается вообще, в принципе, контролю, но, тем не менее, какие-то работы для того, чтобы нивелировать ущерб, уже проведены. Да, поэтому работы по благоустройству, которые были запланированы у нас на 2023 год, в связи с вот этими вот явлениями, были перенесены к концу года и будут продолжаться уже в следующем 2024 году. Вот сейчас недавно мы начали осуществление благоустройства на улице Платановая аллея и параллельно делаем благоустройство на улице Тополевая. Это порядка протяженности, та и другая улица, примерно они одинаковы, около 500 метров. Ага. Что подразумевает это благоустройство? Для начала мы вот сейчас производим замену бордюров и затем будем укладывать тротуарную плитку. А потом уже на следующем этапе, когда закончим с пешеходной зоной, перейдем к асфальтированию дороги на этих же улицах. Эти работы проводятся за счет местного бюджета? Все работы проводятся за счет средств бюджета Гагарского района. И это благоустройство было запланировано завершить раньше, но из-за того, что такая природная аномалия произошла, да, пришлось средства и усилия кинуть именно на устранение последствий стихии. Ну да, мы просто перевели как бы свой фокус в более нужную ситуацию, которая потребовалась тогда, и поэтому все запланированное перенеслось чуть-чуть на дальше, и вот сегодня мы уже этим занимаемся, слава богу. Скажите, а вообще городское хозяйство, городской ландшафт городской, он сильно пострадал в результате наводнения, или это просто частные владения как-то пострадали? Вот смотрите, что касается города Пицунда, мы не пострадали в плане, я имею в виду, нашего муниципального хозяйства. Что касается местных жителей, да, есть определенный ущерб, я же говорю, в районе птицефабрики. А так, в основном, город Пицунда, его пронесло. У нас просто огромная часть города, территория, она находится под сельскохозяйственным ведомством. То есть люди там осуществляют сельскохозяйственную деятельность. И вот сама Пицунда, она выше уровня моря всего лишь на 1,5 метра, а поля, они ниже самого города. И поэтому, когда вода поднимается в городе, то на полях она в первую очередь выходит наверх, и поэтому сено и все, что засеивали, очень сильно пострадало. У нас работает целый отдел мелиорации, который контролирует уровень воды на полях искусственным образом. То есть это насосные станции, которые передают воду в канал, и она уходит в море. Вот, потому что у Инкит стоит ниже уровня, наше озеро большое, оно стоит ниже уровня моря, и поэтому естественным путем вода никак не уйдет в море, если искусственно ее туда не доставить. Это давно уже система работает такая мелиоративная? Да, это еще с советского времени она работает, да, просто ее модернизировали в 2013 году, если я не ошибаюсь сейчас в датах. И вот с тех пор мы обслуживаем, занимаемся этим. Ну, если говорить об итогах уходящего года, что бы вы еще отнесли к каким-то успешным проектам, которые вот удалось завершить? Мы сделали тоже за счет средств бюджета Гагарского района, мы восстановили крышу в Доме культуры, и сегодня тоже продолжаются там работы, идет освещивание помещения, то есть потихонечку приводим в порядок Дом культуры, и надеюсь, уже к концу 2024 года он будет в хорошем состоянии, отремонтированный. Вы только крышу делаете или еще внутри? Мы работы по кровле уже завершены, а теперь вот мы начинаем делать внутри. То есть у нас заказаны все окна под замену, будут стоять новые, и вот переходим, соответственно, на первый этаж, будет заменено покрытие пола, и
в дальнейшем тоже поэтапно будут производиться работы по ремонту Дома культуры. Как вот считают местные власти, насколько будет востребован этот объект потом у молодежи там или вообще у населения города? Но он и сейчас востребован, просто, к сожалению, не в надлежащих условиях, как нам хотелось бы, как привыкли, не в современных, так сказать, условиях дети там занимаются. У нас там и кружки художественные, по рисованию проходят, и библиотека находится там. И вот до наводнения, к сожалению, так произошло, что когда кровлю на Доме культуры сняли, вот в эти дни как раз-таки вот это вот наводнение произошло, вот этот сильный дождь, ливень, и затопило кабинет, где занимались шахматисты. Сегодня мы их перевели в школу, но мы занимаемся ремонтом, и все это будет восстановлено, и дети будут обратно там все заниматься. И сегодня там занимаются. Угу. Понятно. Можно. Ну, если говорить об итогах, наверное, можно вспомнить и туристический сезон, да, как он прошел в Пицунде, насколько вы оцениваете его успешность? Подводя итоги, слава богу, привычно, мы уже можем говорить так, привычно в Пицунде сезон прошел успешно. Да, может быть, по сравнению с сезоном 22 года, какая-то тенденция, может быть, какая-то динамика ухудшилась, но, в принципе, основной поток туристов, он был, и местные предприниматели заработали, и вообще туристический сезон прошел, я могу сказать, успешно. Консолидированный бюджет Гагрского района близится к 1,5 миллиарда рублей. Да, поэтому, опять же, могу сказать, что каждый год бюджет Гагрского района растет. Если говорить, скажем так, о культурной составляющей жизни города, да, как 2023 год в этом отношении прошел для Пицунды? Вот смотрите, когда проходит туристический сезон, все коллективы, эстрадные коллективы Республики Абхазия приезжают, дают концерты на площадках города. Это вот Самшитовые рощи, в пансионате Литфонд и в курорте, в ОПК города Пицунда, то есть, объединение пансионатов, то есть в курорте Пицунда. И люди с удовольствием посещают, и местные жители посещают, и получают удовольствие, приходя на концерты. Также у нас и органная музыка постоянно в неделю 2 раза проходит. Также люди ходят в наш храм и наслаждаются тоже нашей местной эстрадой, только уже в направлении акустической, наверное, музыки. Кстати, второй день фестиваля Хибла Герзмава тоже проходил в Пицунде, насколько я помню. И как-то была задействована администрация в этом проекте? Да, конечно, на определенную лепту и мы внесли по организационным моментам. Получилось и нам поработать с Хибла Герзмава, то есть встретить, провести гостей. Определенные задачи администрация свои выполнила тоже. Всякое культурное событие, особенно на уровне Хиблы Герзмава, это определенная реклама, определенный пиар как и для нашего города, для города Пицунда, так и для всей республики. И поэтому, когда такие события проходят, то, конечно, мы только рады. Мы сейчас затронули культуру. Что касается бизнеса, да, что бы вы могли сказать в этом плане? Что происходит в Пицунде? Что было в течение всего года? Что сейчас происходит? Какие вы видите перспективы развития предпринимательства в городе и в близлежащих местах? Пицунда, в принципе, как и всегда, направление бизнеса – это предпринимательская деятельность в области туризма, поэтому новые объекты строятся, номерной фонд растет,
Правда, чуть-чуть сами вот эти вот объекты поменяли чуть-чуть свое направление. Сегодня люди не мыслят с точки зрения построить больше номеров и взять количеством, уже приходят к тому, что надо делать упор на качество и расширять сферу услуг для того, чтобы продлить сезон. То есть это какие-то оздоровительные процедуры, какие-то комплексы, там, спа, бани, бассейны, спортзалы. То есть местный предприниматель, он уже понимает, что можно брать не количеством, а, грубо говоря, качеством. То есть такая тенденция наблюдается, да? Да, вот уже вот несколько лет начали замечать. На строительство таких объектов насколько активно происходит? И много ли новых объектов появилось за этот год, например? Объектов всегда появляется, особенно вот последние 5-6 лет, немало, потому что люди как-то пытаются заработать, встать на ноги, строятся, номерной фонд растет. Очень много земель, заявлений которых мы рассматриваем именно по строительству гостиничных комплексов и туристических объектов. Поэтому мы с удовольствием всяческим путем способствуем тому, чтобы этот вектор становился все лучше, усовершенствовался. Также хотелось бы отметить и сельскохозяйственную деятельность, потому что у нас есть и фермы, которыми фермеры занимаются, тоже разводят виды скотины, производят сыр из России, но сами эти породы не российские, они, по-моему, европейские виды пород вот у нас. Поэтому это тоже как бы... А, кстати, как этот проект развивается? Как развивается вот эта сфера? Не считая наводнения, которое очень сильно повлияло на это, довольно-таки успешно. Мы сегодня очень хотим, чтобы это был не единичный случай, чтобы люди двигались в этом направлении, развивали, потому что это все экологически чистые продукты и для здоровья, и для бизнеса, и для вообще всего остального. Это хорошо. А что касается привлечения инвестиций, получается что-то в этом плане? Все, что я же сейчас сказал о постройках туристических объектов, о оздоровительных комплексах, это же все инвестиции наши, местные, небольшие, не государственные, скажем, объемы, проекты многомиллиардные, многомиллионные. Это что же инвестиции? Есть Пицунда-Мюссерский заповедник, насколько мы знаем, недавно население выходило, там как-то приводило в порядок, сажало самшит. Это проходило с участием местных властей? Да, конечно, с участием администрации города Пицунда. Соответственно, и администрация города Пицунда является населением этого города. Понятно, да, конечно. И с активом города мы все рядом стали дружно, расчистили несколько километров зоны заповедника, посадили саженцы, огородили эти подростки, которые выросли самшита, для того, чтобы никто их не раздавил. И у нас была проделана определенная работа по установке забора, то есть активом города был произведен сбор средств, и мы за счет этих средств установили забор определенной части заповедника. То есть это достаточно такие большие работы удалось провести? На протяжении нескольких месяцев мы этим занимаемся. То есть у нас раз в неделю, раз в 2 недели, в 3 недели просто проводятся субботники, и люди, у которых есть время уделить внимание заповеднику, мы все просто собираемся и расчищаем территорию заповедника, потому что хотим, чтобы она сохранилась, так как реликтовая сосна и вообще вся флора, которая есть в заповеднике, мы ее очень дорожим, хотим, чтобы она осталась.
Дауд, что касается вот нынешних задач, которые вот непосредственно сейчас стоят, это, наверное, подготовка к Новому году, и еще интересует, что у вас запланировано, ну, хотя бы на первое время 2024 года, какое видение сейчас есть у администрации в этом плане? Ну, 30 декабря у нас будет праздничное мероприятие. Это в 3 часа дня до 5 часов вечера будет такое небольшое представление аниматоров, потом праздничный салют. Соответственно, мы украшаем вот сейчас новогоднюю площадь, в целом город пытаемся привести в новогоднюю атмосферу. Елку уже поставили? Елку, вот мы ее поставили, но не нарядили. Вот буквально сейчас люди ее наряжают. Поэтому, да. Что касается будущего года, что в планах у администрации, по крайней мере, можно сказать, о чем однозначно уже? Ну вот также продолжать работы по благоустройству вот этих улиц, о которых я выше говорил. Также упор хочется произвести на детей, потому что у нас очень талантливые детишки. Вот я хотел бы отметить, я забыл сказать о том, что мы отправляли детей на Олимпиаду, которая была в Турции, а затем она проводилась тоже по этому же предмету. Это предмет называется ментальная арифметика. Вот, и наши дети, там было огромное количество стран, порядка 500, и наши дети, порядка 500 участников с огромного количества стран. И наши дети заняли призовые места, там, 3-е и 2-е, поэтому, да, очень хотелось бы тоже вот на этом заострить внимание. А это давно было, когда ездили это дети? Это было летом, в августе, насколько я помню, или в июле, может быть, первая Олимпиада. А вторая Олимпиада уже ближе к сентябрю, октябрю. Угу. Я сейчас не ошибаюсь в цифрах. Понятно. В датах. Что еще? Ну, понятно, благоустройство будет продолжаться, будете достраивать Дом культуры, да? Да, вот прямо сейчас, у нас проводится замена покрытия полотна мини-футбольного поля. Нам патриотный фонд в дар передал искусственный газон, а старый у нас уже пришел в техническую негодность. И прямо вот сейчас мы меняем покрытие футбольного мини-стадиона. Это в городе у вас один только стадион? Большой стадион один, а вот мини-площадки у нас футбольных 2, также у нас теннисные корты, баскетбольная площадка, волейбольная площадка. Угу. О спортивной составляющей жизни города, я думаю, мы поговорим в следующем году. Я благодарю вас за интервью, поздравляем вас с наступающим Новым годом, успехов в вашей работе. Спасибо, взаимно. А я напомню, что это был первый заместитель главы администрации города Пицунда Дауд Вардания. Он рассказал об основных итогах работы местных властей за 2023 год, текущих задачах и планах на будущий 2024 год. Главный четверг. Главы городов и районов республики